Турции сотни тысяч туркменских мигрантов, которые, по сути, попали в ловушку из-за нерадивой политики туркменских властей. Это не первый случай. Ранее, в январе 2022 года, мне уже был запрещен въезд в Турцию. В тот раз в качестве причин запрета назывались угроза общественной безопасности и руководство иностранной НПО. Я обжаловала этот запрет, и он был отменен решением суда Анкары в марте прошлого года. По словам турецких пограничников, в этот раз новый запрет является результатом отдельного решения. Я несколько раз посещала Турцию, помогая нашим трудовым мигрантам и находящимся там в изгнании гражданским активистам. И вы знаете, что в Турции сотни тысяч туркменских мигрантов, которые, по сути, попали в ловушку из-за нерадивой политики туркменских властей. По сути, такая политика направлена против народа. Еще 20 лет назад мы начали бить тревогу, что нашу молодежь превращает в манкуртов, что нивелируется образование, уничтожается гражданское общество, о запрете интернета, о нарушении свободы передвижения и многое другое. Мы все сейчас сталкиваемся именно с этими последствиями той политики. Прибавьте к этому специальную идеологическую обработку, когда инакомыслие, различия мнений преподносятся как предательство. Против таких людей фабрикуются уголовные дела. Видимо, таким образом власть пытается отвлечь внимание общества от первопричин проблем в стране, заодно полностью уничтожить правозащиту, инакомыслие и гражданское общество. В стране начался укрепляться диктаторский режим. Как и многие, мы столкнулись с репрессиями и пришлось отстаивать свои права. Параллельно стали помогать и другим. Так родилась идея создания НПО. На наших родственников сфабриковывали уголовные дела, пытали, посадили на долгие годы в тюрьму. Пришлось осваивать правозащитную деятельность. Мы приветствуем развитие гражданского общества и оказываем этому содействие по мере наших сил и возможностей. Есть возможность, поддержали активистов, нашли им адвокатов, помогли освободить того или иного инакомыслящего. Я и мои соратники делаем порой рутинную, в некоторых случаях небезопасную работу. Зачастую мы работаем в качестве волонтеров.